В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. Россия и Китай наметили новые точки роста Дальнего Востока. В Харбине прошло 6-е заседание межправительственной комиссии с участием Юрия Трутнева. Новые профессии без затрат. В республике работает федеральный проект «Кадры». Жители региона могут бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию. А у кого-то карьерный путь начинается с первых шагов в профессию. В Якутском технологическом техникуме сервиса прошел карьерный марафон. Сегодня по всему миру отмечается День музеев. Этот праздник особенный для старейшего хранилища Якутии – музея имени Ярославского. Валан в полете. В Мирном впервые прошло первенство по бадминтону. Спортсмены всех уровней вышли на старт. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Поездка назначена на 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, дальнейшее углубление стратегического партнерства, а также ключевые международные и региональные вопросы. Последний раз Путин ездил в Китай в конце августа, начале сентября прошлого года, совместив участие в саммите ШОС с последующим участием в параде к 80-летию окончания Второй мировой войны. Тем временем в Харбине зампред правительства России, полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Джан Гацин провели 6-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. Главные темы – экономика, транспорт, технологии и новые совместные проекты. Айсена Бурнашова с подробностями. Крепкое рукопожатие – обязательная часть большой российско-китайской встречи. Не просто деловой этикет – дружба двух стран. Межправительственная комиссия координирует сотрудничество России и Китая в сфере межрегионального взаимодействия на Дальнем Востоке. И из года в год отношения двух стран только крепнут. За последние 8 лет товарооборот Дальнего Востока России с Китаем вырос почти в 2,5 раза и в 2025 году превысил 1,7 триллиона рублей. Сегодняшнее заседание направлено на реализацию достигнутых согласий нашими главами государств, обсуждение дальнейшего направления сотрудничества и подготовку к предстоящим встречам глав государств и правительств. Китай – ключевой внешнеторговый партнер и инвестор Дальнего Востока. Сегодня в макрорегионе реализуют более 90 проектов с участием Поднебесной. На заседании обсудили запуск новых, среди которых модернизация приграничной инфраструктуры. Нас объединяет около 4000 километров общей границы, расширение технологического сотрудничества и международный ТОР. Мы продолжаем совершенствовать преференциальные режимы на Дальнем Востоке, создавая максимально комфортные, выгодные и безопасные условия для экономической деятельности наших китайских партнеров. Правительством России разработан новый механизм – международная территория опережающего развития, позволяющая реализовать совместные проекты на основании международного договора. Отдельный блок посвятили науке. Так, на острове Русский появится инновационный научно-технологический центр для разработок в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем. Обсудили и развитие транспортно-логистических маршрутов, включая перспективный международный транспортный коридор Махэ-Найба как части трансарктического транспортного коридора. Для Якутии такие проекты открывают новые возможности от логистики до промышленной кооперации. Это как раз один из тех проектов, которые способны в ближайшие годы, начиная с миллионов тонн, уже выходить на объемы гораздо большие, как раз для транзитных грузов как из Китая на рынке Западной Европы, так и с России уже на рынке Северного Китая и дальше на Южный Китай.
Россия и Китай готовы также расширять сотрудничество в сфере туризма между странами. Безвизовый режим и для дальнейшего роста числа туристов Юрий Труднев предложил создать новые направления прямого авиасообщения между городами Дальнего Востока и Китая, а также увеличить частоту уже существующих рейсов. Впереди еще много совместной работы. Россия и Китай продолжат динамично развиваться. Наша с вами встреча проходит накануне визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Пекин. И о результатах переговоров мы с вами должны доложить лидерам наших стран буквально в ближайшее время. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Харбин, Китайская Народная Республика. Группа депутатов предложила закрепить оказание помощи в зоне специальной военной операции как отдельное направление волонтерства. Инициатива предусматривает право на получение удостоверения единого образца всем лицам, осуществляющим указанную деятельность. Кроме того, меру поддержки хотят распространить на добровольцев, оказывающих помощь в приграничных регионах, а также в зонах проведения контртеррористических операций и вооруженных конфликтов. Авторы документа считают, что это позволит устранить правовые пробелы в регулировании волонтерской деятельности, в том числе решит вопрос страхования волонтеров СВО, а также выплат компенсаций в случае гибели или ранения. Участников СВО в Якутии приглашают на бесплатное обучение. Набор стартовал в Республиканском техникуме-интернате для военнослужащих, в том числе получивших инвалидность в зоне СВО. Организованы курсы повышения квалификации и программы профподготовки по востребованным специальностям. Среди направлений разработка сайтов, бухгалтерия, поварское и швейное дело. В республике также продолжается адресная поддержка бойцов и их семей. С начала года помощь в трудоустройстве получили сотни жителей. Более 5000 человек прошли социальную и медицинскую реабилитацию. 43 человека получили компенсацию стоимости обучения по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 788 человек получили социальные услуги в форме обслуживания на дому и в полустационарной форме. В службы занятости республики за помощью в трудоустройстве обратилось 1422 человека, в том числе 666 – это участники специальной военной операции и 756 членов их семей. В Якутии продолжается реализация федерального нацпроекта «Кадры», который позволяет жителям республики бесплатно пройти обучение, получить новую профессию или повысить квалификацию. Программа охватывает более 1000 человек в год и уже дает первые результаты. Подробности в следующем сюжете. В числе тех, кто воспользовался возможностью бесплатно освоить новую профессию, Наталья Вахабжонова. Она многодетная мама, раньше работала технологом общественного питания. Во время ухода за ребенком она решила полностью сменить профессию и попробовать себя в медицине. Обратившись в Центр занятости, она быстро начала обучение в медицинском колледже. Мне нравится помогать людям и морально, и физически поддерживать их. Обучение очень обширное, программа очень интересная, преподаватель очень хорошо объясняет, все доступно. И лекции, также теория, и практика, соответственно, и уход, и гигиена за лежачими пациентами. Обучение по программе полностью бесплатное и оплачивается государством. Длится оно от 1,5 до 2 месяцев. Сейчас в медицинском колледже по этой программе учатся около 200 человек. Большинство выбрали направление сестринское дело. И кроме этого, младший медицинский медбрат или медсестра по уходу есть, и еще помощник по уходу имеется тоже. Вот 3 эти направления мы сейчас набрали 191. Еще выжидаю 120 человек, когда поступит квота. Это тоже районные, такие как Кангаласский улус, такие как Горный улус и Вилюйский. Там ждут и тоже работники и желающие. Обучение или повышение квалификации могут пройти молодые люди до 35 лет, люди старшего возраста, предпенсионеры, безработные, мамы с детьми до 7 лет, люди с инвалидностью, а также ветераны СВО и их семьи. Курсы проводятся совместно с федеральными операторами, включая Томский госуниверситет, РАНХИКС, Институт развития профессионального образования и научный исследовательский институт труда. Через этих федеральных операторов проводился отбор образовательных организаций, которые находятся у нас на территории республики.
И значит, те, кто прошел отбор, они эти курсы все проводят. Ну, туда включены в этот перечень, так скажем, Алданский политехнический колледж, Южно-Якутский технологический колледж. Да? Кроме этого, есть и частные, и медицинские колледжи, ну, наш промышленный техникум. Программы охватывают разные профессии, от IT и рабочих специальностей до сферы сельского хозяйства. В этом году планируется обучить более 1000 человек, из них около 500 якутян уже получили новую профессию или повысили квалификацию. Даяна Федорова, Екатерина Амосова, Илья Сыромятников, Якутск. Этой весной в России настоящий бум спроса на людей в движении. Больше всего работодатели искали менеджеров по продажам, продавцов, консультантов с кассирами и курьеров. И если за работу в торговле предлагают в среднем 60-100 тысяч рублей, то курьеры стали настоящими звездами рынка труда. Их медианная зарплата подскочила на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Это больше, чем у многих офисных специалистов. В топ-10 также вошли разнорабочие, водители, повара, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи. С первых шагов в профессию в Якутском технологическом техникуме сервиса прошел карьерный марафон. Для студентов-выпускников была организована динамичная встреча с руководителями успешных предприятий, организацией швейного дела и сферы общественного питания. Главная цель любого студента по окончанию обучения – найти себе подходящую работу. Карьерный марафон помогает в этом, знакомя выпускников с будущими работодателями, с возможностью дальнейшего трудоустройства на месте. Многие выпускники выпускаются с вопросом, что делать дальше. Диплом есть, навык есть, а к кому идти, куда лучше пойти. Потому что рабочих предложений всегда много. Действительно, но не всегда понимаешь, какой работодатель будет для тебя более подходящим с точки зрения репутации, с точки зрения, кто более настроен лояльно к выпускникам, потому что не все работодатели хотят принимать людей с дипломом, но без опыта. И поэтому это очень полезно познакомиться с работодателями вживую. В Якутском технологическом техникуме сервиса в среднем учатся более 600 студентов. Ежегодно здесь выпускают порядка 300 специалистов, в основном в сфере общественного питания. Карьерный марафон позволяет напрямую задать интересующие вопросы о месте работы, условиях, требованиях, коллективе, льготах и зарплате. Сейчас и по районам стали открываться и хорошие заведения, кафе, столовые, рестораны. И потребность в кадрах очень высока. И вот учебные заведения, которые на сегодняшний день выпускают кадры, они достаточно с высокой квалификацией, да, с практическими знаниями и навыками. Сейчас вот идет подготовка и выпуск. Потребность в основном у нас высокая – это в поварах и официантах. Сейчас тем более будет летний сезон, и летние веранды будут открываться, и нам сейчас важно, чтобы были кадры. Проект проводится впервые в рамках системной работы по содействию трудоустройству совместно с молодежным кадровым центром, созданным по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Ранее марафон уже прошел в 4 высших и средних учебных образованиях и также планирует охватить и остальные отраслевые учреждения. Получается, чтобы выпускники заранее, перед окончанием, вот они уже заканчивают в мае, в июне, да, и чтобы они нашли работу. Это вот наша главная задача, чтобы они перед окончанием нашли уже компанию, которая уже они пойдут туда работать. Далее карьерный марафон пройдет еще в 4 учебных заведениях. В колледже креативных индустрий, а также медицинском, финансовом и педагогическом колледжах. В каждом из них пройдет своя индивидуальная программа, которая позволит студентам найти свое место в профессии. Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Адаптация с комфортом для мигрантов, прибывших в Якутию на заработки, провели разъяснительную беседу. Иностранным гражданам напомнили о нормах российского законодательства, а также рассказали о нововведениях. Теперь для легальной трудовой деятельности в республике мигрантам необходимо получить сертификат. Единый курс можно пройти в Центре социальной и культурной адаптации. Его сотрудники бесплатно обучают русскому языку, а также посвящают в региональные особенности. Инициатива позволит сделать пребывание в России безопаснее как для самих иностранцев, так и для местных жителей, уверены в центре. Встречая иностранных граждан, проводим адаптационные курсы. Иностранные граждане обязаны прослушать курс лекций, который был проработан Федеральным агентством по делам национальностей. Они обязаны знать законы нашей Родины, а также региональные особенности
культуру, кто здесь живет, какой язык здесь, на каком языке здесь разговаривают. Вот в таком плане. И сейчас наш сотрудник читает им лекцию. Каждый музейный экспонат представляет историческую ценность, и каждый из них интересен исследователям. Так, обычный камень или же старое письмо могут стать уникальными с точки зрения науки. Вероника Таюрская побывала в музеях СВФУ и готова рассказать о находках, выставленных для посетителей. Научно-выставочный комплекс Северо-Восточного федерального университета включает в себя 5 музеев. Это музей Мамонта, музей письменности, музей высшей школы, музей зоологический и, конечно же, музей археологии и этнографии. В последнем, к слову, находится более 6000 экспонатов. Среди них и известные берестяные грамоты. Экспонаты музея здесь у нас представлены не только археологический материал, этнографический материал, да, и для наших студентов в целом служит как учебным материалом, и плюс ко всему есть даже те экспонаты, которые были найдены во время археологических практики, археологических раскопок, где участвовали студенты исторического факультета. Идет популяризация не только истории нашего родного края, да, но также и культуры народов, проживающих здесь, в нашей республике. Одним из самых известных якутских музеев считается музей Мамонта при СВФУ. Являясь единственным в мире, он располагает уникальными и ценными экспонатами, среди которых мамонтята Яна и Юка. В честь Международного дня музеев сотрудники рассказали о своих находках, в том числе и о 3 лошадях, найденных в термокарстовом котловане Батагайк. У нас в зале лежит ленская лошадь, она была обнаружена местонахождением Батагайка. Вот это ископаемая лошадь возрастом 4500 лет. Вот. И впервые у этой лошади был расшифрован ядерный геном. Если ранее ученые считали, что якутская лошадь произошла от ленской лошади, то по данной находке мы узнали, что были проведены генетические исследования и узнали, что все-таки ленская лошадь она вымерла в среднем голоцене, да, и современная якутская лошадь она берет свое начало от степей Казахстана и Монголии. В рамках Международного дня музеев Северо-Восточный федеральный университет не просто открыл свои двери для всех желающих, но и погрузил якутян в мир науки и тайн. Пока здесь только 5 музеев, доступных для посетителей, но в скором времени их количество увеличится. Еще в университете у нас есть очень интересные такие музеи, как минералогии, есть кунсткамера. Но у нас пока помещений нету, они стоят законсервированные. Вот. Планируем дальше мы это все открыть. Вот. Сейчас мы находимся в этом зале, как раз раскопки по Якутску проводились, по Острогу. Двухгодичный результат, кое-какие экспонаты здесь выставлены. Экспозиция любого музея состоит прежде всего из научных находок. Каждая из них может рассказать о времени, в которое ею пользовались, о своем владельце и, конечно же, помочь восстановить историю тех дней. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. Вручены премии главы Якутии за вклад в развитие музейного дела по итогам 2025 года. Премия вручается с 2005 года. Она стала одним из символов признания вклада в музейное дело. В этом году мероприятие приурочили к Международному дню музеев. Лауреатов определили в 3 ключевых номинациях. Так, лучшим попечителем и меценатом прошедшего года стал Николай Кирьянов. Звание «Музей года» получил Чурапчинский музей истории и этнографии имени Андрея Савина. Лучшим музейным сотрудником стал специалист Национального художественного музея Сардана Посельская. В этом году мы в республике объявлен главой нашей республики Сеном Сергеевичем Николаевым годом культуры. И год культуры в нашей республике – это прекрасный повод для того, чтобы именно обогатиться, взаимообогатиться культурными мероприятиями, культурным обменом. И в этой связи именно музейное искусство и музейное творчество, музейная деятельность является одним из самых ключевых факторов и слагаемых. Сегодня по всему миру отмечают День музеев. Якутским любителям истории и искусства особенно повезло. В республике насчитывается 89 музеев. Это больше, чем в любом другом регионе Дальнего Востока. Первым среди равных считают музей имени Емельяна Ярославского. В главном хранилище Якутии в праздничный день побывала и наша съемочная группа.
Задавались ли вы вопросом, почему посетители Якутского музея при входе встречает бизон? Все дело в том, что почти 140 лет назад музей открылся благодаря этой интересной находке – черепу быка. Это, конечно, не тот же самый, но оригинал до сих пор хранится в фондах. Работники ласково величают его дедушкой. С тех времен музей обзавелся коллекцией в 167 тысяч предметов. Это документы, скелеты животных, костюмы. В общем, все то, что может пронести зрителя сквозь столетия к истокам народа. Мы находимся на экспозиции под названием «Люди и промыслы 17-18 века». На данной экспозиции мы постарались показать, как жили люди в то время, то есть начиная от религиозных представлений, и заканчивая охотничьими промыслами. Предание старины – это еще и бесконечная кладезь для научных изысканий. И одной историей исследователи не ограничиваются. Материал для изучения найдется для ученых всех мастей – от биологов до археологов. Музей – это не только хранилище, транслятор, но и наука. Только на научной основе возможно расширение собраний. И, к слову, цели научного освоения были целями создания первых музеев в Сибири. И именно в Якутском областном музее зарождалась якутская археология. Именно по результатам наших предшественников Грибановского, Новгородова, Ковынина, Сигенболо, Вильяма Федоровича Яковлева, Василия Васильевича Попова, Федора Федоровича Васильева музей пополнялся наиболее интересными для народа коллекциями. Мы эту добрую традицию сегодня продолжаем. Приумножение коллекции – прерогатива не только светил науки. Пожертвовать экспонат может любой желающий. Достаточно принести его в музей. Из таких приобретений каждый год специалисты формируют выставку «Дары и дарители». Это одна из знаковых наших выставок, потому что отображает то, что музею подарили именно за этот год. Это ежегодная выставка. Каждый раз предметы не повторяются, потому что пополнение фондов у нас идет ежегодно. И в этом году мы рады представить нашим зрителям вот именно те предметы, которые поступили только в этом году. То, что началось когда-то с останков бизона, разрослось до главного музея самой большой республики. В следующем году здесь отпразднуют юбилей – 140-летие со дня открытия. Впрочем, любознательных якутян музей ждет всегда, ведь без памяти о прошлом нет будущего. Ржана Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. К 160-летию со дня рождения Василия Никифорова Кюльмнюра в Литературном музее Якутска открылась выставка в его честь. В экспозиции представлены уникальные экспонаты из фондов музея, Национального архива и Национальной библиотеки, рукописи, книги и альбомы. А также родственники Василия Никифорова предоставили уникальные семейные реликвии. Письма, фотографии, личные вещи из архива семьи, включая награды, старинные медали и знаки отличия писателя. Выставка обширно показывает жизнь и деятельность выдающегося общественного деятеля, одного из основоположников якутской литературы, предводителя якутской интеллигенции начала 20 века. Сегодня вот эта выставка в музее – это очень волнительное событие для всей нашей семьи, потому что семья Василия Васильевича впервые участвует в такой выставке. Мы предоставили экспонаты, которые долгое время хранились только в нашем доме. Я бы сказала от себя, что все-таки Василий Васильевич для меня это родной, живой человек. И здесь, когда про это все думаешь, ты видишь вот эту связь, которая проходит из поколения в поколение. Российские гимнасты возвращаются на мировую арену с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики принял решение полностью снять ограничения со спортсменов из России и Беларуси. Теперь представители всех 5 дисциплин – спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики – могут выступать на международных турнирах на равных, без нейтрального статуса. Напомню, что с марта 2022 года наши атлеты были отстранены, а позже их допускали лишь в усеченном формате, без командных соревнований и национальной символики. В Мирном тем временем состоялось впервые первенство по бадминтону. Несмотря на то, что бадминтон набирает популярность лишь в последние годы, соревнование привлекло большое количество увлеченных спортсменов. Среди участников преобладали как новички, так и те, кто уже успел отточить свое мастерство и уверенно владеет ракеткой.
Несмотря на относительно небольшое число участников, 32 человека, напряжение и азарт борьбы за медали ощущались в каждом розыгрыше. Спортсмены с полной отдачей сражались за каждый поинт, демонстрируя не только техническую подготовку, но и высокий уровень спортивного духа. Это очень такая кардионагрузка, и работают и мышцы, и больше это кардио, конечно. Бегаешь, надо все успевать, везде достать. И скорость, видите, сами какая большая. Подобное проводится впервые. Мирнинский район проводит впервые соревнования. Но у нас уже были соревнования по бадминтону «Новогодний валан». В прошлом году, прошлой весной проводили соревнования по бадминтону в рамках месячника охраны труда. Поэтому уже соревнования нам знакомы. А я лично занимаюсь, 1,5 года, можно сказать, бадминтоном. Первенство стало важным событием для развития бадминтона в Мирном. Оно дало возможность спортсменам получить ценный соревновательный опыт, а организаторам оценить потенциал вида спорта в районе. Вообще сам бадминтон в Мирнинском районе уже давно развивается, в поселке Айхал. В Мирном, в частности, 2-й год всего лишь бадминтон. И у нас новогодний турнир был по бадминтону, и сейчас первый раз проходит первенство Мирнинского района по бадминтону. Сейчас у нас принимает участие 16 команд в микстах, смешанная женская и мужская пара. Успешное проведение первого первенства по бадминтону в Мирном – яркое свидетельство того, что Алмазный край готов к новым спортивным достижениям. А бадминтон уверенно занимает свое место среди популярных дисциплин. Анна Васильева, Мирный. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.